Старое православное кладбище в Сунже заметно преобразилось. Здесь прошла масштабная реконструкция. Ее провел благотворительный фонд «Сафмар». Ограждение, парковка, беседки и хозпомещения. Предусмотрели все. Репортаж Идриса Ижеева. Благодаря проведенным на кладбище работам Татьяна Попова смогла найти могилу брата своей бабушки. Для реконструкции это было просто невозможно. Места захоронения были заросшими и запущенными, а вместе с ними и забыты. Теперь кладбище выглядит ухоженно, а Татьяна может быть уверена, что память об умерших родственниках будет храниться еще долго. Я благодарна всем, кто принимал это участие. Прежде всего нашему президенту, как говорится, главе нашему Калиматову Махмуд Али, Гуцериеву Михаилу Сафарбековичу. Это колоссальный труд. Это, знаете, вот нашим ребятам, которые здесь работали с нами, подрядчики. Простоя не было. Все вовремя. В общем, такую работу произвели. Благословит их Всевышний и дай Бог всем здоровья. Работы профинансировал благотворительный фонд «Сафмар» Микаила Гуцериева. Новое ограждение, ворота, парковочные места, помещения для хозинвентаря, беседки и удобная тротуарная дорожка по всей территории христианского кладбища теперь придают месту захоронения совсем иной вид. Результат проделанной работы поразил православных жителей региона до глубины души. На этом стенде четко, ясно вы видите состояние кладбища, которое здесь было. Все вывозилось. Достаточно сказать, что с этого кладбища мы вывезли 197 КАМАЗов мусора. Завезли сюда 98 КАМАЗов чернозема, которые мы разложили на всей территории этого кладбища. Проложены тропинки в пределах тысячи погонных метров. Это из брусчатки. Как вы видите, вот асфальтные дорожки проложены более 200 метров. Сделана стоянка для автотранспорта на 600 квадратных метров. Вот вы видите вот эти памятники, их вандалы 90-х годов полностью разбивали, уничтожали. То есть нам пришлось их восстанавливать. Денежных средств здесь не жалели. Была поставлена задача восстановить ее, привести в надлежащий вид. И я думаю, мы с этой задачей справились. Реконструкция территории православного кладбища – богоугодное дело, отмечает Андрей Мисюря. Священник храма Покрова Пресвятой Богородицы знает, насколько актуальной и сложной была проблема обустройства территории и постоянного ухода за захоронениями предков. Мы благодарны всем тем, кто вносит свою лепту от чистого сердца в дело созидания, дело благоустройства республики, благоустройства святых, дорогих мест для жителей нашей республики, для православных жителей. Поэтому мы отвечаем благодарностью на движение сердца таких людей. Я думаю, что мотивы, по которым они делают те или иные поступки, свидетельствуют о них как о людях верующих. И я думаю, что не благодарность только людской, но милостью Всевышнего они ожидают, ищут. Поэтому я думаю, что Господь воздаст им за их доброе дело. Местная православная община признается, что такой масштабной реконструкции кладбища никогда не подвергалась. Теперь, благодаря хозпомещениям со всем необходимым инвентарем, они смогут поддерживать здесь чистоту и порядок. Вы знаете, вот эта вот маленькая тропинка, которую проложили глава республики Михаил Сафарбекович, превратится в широкую трассу. Люди уже потоком будут тянуться сюда, в республику, чтобы проведать своих родственников, найти. Молодежь сейчас в основном взрослых не осталось, но их потомки, молодежь будет искать своих стариков, которые остались здесь. Вот эта начатая программа, я не думаю, что она закончится вот так вот. Это будет еще последствия в том отношении, что благодарность людская и родственников, которые будут сюда приезжать, это будет память большая. Они же все равно будут вспоминать поименно, кто это начал, кто это делал, как это завершилось. И поэтому очень приятно то, что тянутся люди уже сюда. Очень благодарны весь народ, все мои мы родственники, и я от лица моих, кто уехал, и тех, кто уже там умер. Благодарны за то, что это все восстановили, сделали.
да, частичка того памяти здесь в надлежащем виде, да. Вот, потому что все было разрушено, все было запущено. Нам самим просто не было, мы не в состоянии все это было ухаживать. Могилок очень много. Нас осталось здесь мало. Сунжинское православное кладбище считается самым большим в регионе христианским захоронением. Его основали в начале 19 века. Здесь до сих пор сохранились каменные памятники, возведенные еще до революции. На кладбище похоронен герой Советского Союза Иван Иванович Виноградов, отличившийся своим мужеством во время битвы за Днепр в годы Великой Отечественной войны. Хочу принести искреннюю благодарность главе Республики Ингушетии Махмуду Али Макшариповичу, Гуцериеву Михаилу Саварбековичу, также благотворительному фонду «Сафмар» за проделанную работу и реставрацию мусульманских и православных кладбищ нашей республики. Как представитель русскоязычного населения хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в этом нелегком деле нашем. Мы посмотрите, в каком состоянии у нас сейчас кладбище. Ни один крест, ни одна могила не осталась нетронутой этими людьми. Было положено 1000 метров здесь этих тротуарных плитки тротуарные, 1000 метров асфальта положено само. Вот на сегодняшний день мы видим эту красоту, которая сейчас на сегодняшний день. В основном такую масштабную работу, естественно, у нас не получалось, потому что в средствах очень серьезно ограничено муниципальное образование. Ну а сейчас, естественно, только нам остается их просто содержать в таком надлежащем состоянии, в котором находится сейчас. Жители города с обоих сторон, и христианские, и мусульмане, мы в связи с тем, что живем в многоконфессиональной стране, очень благодарны, выражают благодарность главе Республики Ингушетия Махмуду Али Макшариповичу и Михаилу Саварбековичу. Масштабная реконструкция кладбищ в Ингушетии началась благодаря договоренности главы региона Махмуда Али Калиматова с предпринимателем Микаилом Гуцериевым весной этого года. По мнению мецената, отношение к памяти усопших – это яркий показатель культуры населения и отношения к жизни. Такие ценности увеличивают имиджевую привлекательность Ингушетии. Так, в 2023 году проведены работы на 40 кладбищах республики. Фонд «Сафмар» планирует охватить все места захоронения и привести их в надлежащее состояние. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Сулейман Костоев. Новости 24.